В эфире пятого итоговая программа «События дня», в студии Дмитрий Ложников. Здравствуйте. Вначале коротко о темах выпуска. Лидеры тюркоязычных стран ищут новые пути сближения. В турецком Бодруме завершились переговоры президентов Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Турции. Кампания по сбору биометрических данных начнется уже осенью. Принять в ней участие придется всем гражданам страны. Что это такое, для чего нужно, в этом выпуске. Обучение кыргызскому, русскому и иностранному языкам. Президентская комиссия по госязыку поделилась амбициозными планами на будущее. День охраны окружающей среды отмечают сегодня во всем мире и едва вспомнили в Кыргызстане. Почему привычка беречь природу никак не может укорениться в нашем обществе? Теперь подробности. Серьезное ЧП в Первомайском районном суде Бишкека. Прямо во время заседания подсудимый Усен Сакатаев, которого обвиняют в нанесении увечий собственной трехлетней дочери, совершил попытку суицида. Когда судья отклонил ходатайство адвоката, обвиняемый достал лезвие и вскрыл вены на шее. Немедленно была вызвана скорая. Карета прибыла в течение 4 минут. Медики проезжали неподалеку. Им удалось оперативно остановить кровотечение. Сакатаев госпитализирован в реанимацию с большой кровопотерей. Напомним, шокирующая общество история произошла более года назад. По версии следствия, Усен Сакатаев в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес 12 ножевых ранений собственной трехлетней дочери и избил ее. Ребенка едва спасли врачи. Впрочем, позже родственники начали уверять, что ранение девочка получила случайно, потому что упала на обломки разбившегося стеклянного термоса. Обстоятельства дела рассматривает суд, а по факту сегодняшнего ЧП назначено служебное расследование в отношении сотрудников КСИН, которые допустили наличие у подсудимого холодного оружия. Экс-директор Госагентства по геологии Учкун Ташбаев приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии поселения и штрафу в 2000 расчетных показателей. Приговор бывшему чиновнику озвучили сегодня в Первомайском районном суде Бишкека. Напомним, Ташбаев обвинялся в том, что, используя свое служебное положение, незаконно продлил лицензии на разработку месторождений 2 горнодобывающим компаниям. Вместе с ним по делу проходили еще 10 членов лицензионной комиссии. Часть из них судом оправданы, остальные приговорены к денежному штрафу. Бабырбек Джейнбеков освобожден от должности главы Госагентства по антимонопольной политике. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Джеомарт Турбаев. По данным наших источников, в аппарате правительства отставка связана с уголовным делом о взяточничестве, по которому проходит уже бывший чиновник. Напомним, 10 дней назад Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями сообщила о задержании сотрудника агентства по антимонопольной политике некоего Нургали Кудаярова. Он был взят с поличным сразу после получения взятки в особо крупном размере у дирекции рынка Кудайберген. В автомашине Нургали Кудаярова при обыске были обнаружены 300 тысяч сомов заранее помеченными купюрами. При этом на допросе чиновник сообщил, что деньги эти предназначались его руководителю Бабырбеку Джейнбекову. Рабочая группа Совета обороны признала Госагентство по архитектуре и строительству настолько коррумпированным органом, что поставила вопрос о целесообразности существования самого ведомства. На очередном заседании члены группы рассмотрели способы демонтажа коррупции в госстрое. Эксперты подчеркнули, что за годы независимости в этом ведомстве сложилась порочная практика подмены некоторых государственных функций оказанием услуг на хозрасчетной основе с возможностью решить многие вопросы за дополнительное вознаграждение. Хаотичность строительства, возведение объектов без разрешительных документов, подключение к инженерным сетям сверхнормативов – все это стало возможным из-за коррумпированности чиновников данного госоргана, считают члены рабочей группы. Они предлагают провести кардинальные реформы в сфере градостроительства и архитектуры. На заседании было представлено более 100 антикоррупционных мер для внедрения в госстрое. Четвертое заседание саммита лидеров тюркоязычных стран прошло сегодня в турецком городе Бодрум. Участие в нем приняли президенты Кыргызстана, Казахстана, Турции, Туркмении и Азербайджана. Темой обсуждения стали способы интеграции в пределах тюркского мира. Глава нашей страны Алмазбек Атамбаев также предложил ряд идей. На встрече лидеров побывали наши корреспонденты, рассказывает Джибек Бегалиева. Ждать себя Абдуллах Гуль высоких гостей не заставил. С точностью до минуты вся четверка одновременно появилась в фойе. И эта фотография теперь уже история. 4-й саммит тюркоязычных государств начался.
Главная тема сегодняшнего заседания – развитие туризма. Об этом объявил хозяин саммита Абдуллах Гуль. В качестве главного проекта турецкий лидер предлагает восстановление Великого шелкового пути. Турецкий совет создан с целью общего противостояния внешним угрозам. До сегодняшнего дня нам удалось решить немало проблем. Не за горами создание Тюркской академии. Теперь же пришло время обратить внимание и на развитие туризма. Кстати, партнерство в этом направлении поможет и серьезному расширению экономического сотрудничества. Турецкого коллегу поддержал и Алмазбек Атамбаев. Транспорт, коммуникации, торгово-экономические отношения – все эти направления, по утверждению лидера Кыргызстана, получат мощный толчок для развития. А более чем скромных масштабов отечественный рекреационный комплекс сможет рассчитывать на поток туристов из новых стран. При улучшении инфраструктуры Кыргызстан способен принимать более 2,5 миллионов туристов в год. В этом плане Турция является отличным примером для всех. В этой связи для обмена опытом предлагаем проводить ежегодные туристические ярмарки, что позволит перенять опыт друг у друга и развивать сектор туризма в наших странах. Одним из мест для проведения туристической ярмарки предлагаем побережье озера Исыкуль. Возможности нашей голубой жемчужины огромные, начиная с санаториев по укреплению здоровья до горного экстремального туризма. В целом, Кыргызстан от членства в Альянсе ожидает многого. В первую очередь, это реализация конкретных проектов, решение вопроса транспортной изоляции, устранение препятствий в торгово-экономических отношениях, ну и, наконец, привлечение инвестиций. На сегодняшний день заметных результатов ни по одному из этих направлений пока не достигнуто. Небольшим шажком к амбициозным планам станет открытие Академии Тюрксой. Как вам известно, Кыргызстан в этом году планирует провести всемирные игры кочевников и Курултай, архитектура и градостроительство в тюркском мире. Развитие туризма как раз позволит нашим странам максимально сблизиться, узнать культуру друг друга. Я считаю, что совсем не лишним будет поддержать создание совместных предприятий в сфере медиа, интернета и телевидения. Туркменистан и Узбекистан, кстати, членами организации не являются. Несмотря на принадлежность к группе тюркоязычных стран, по разным причинам вступать в клуб официальные Ташкент и Ашхабад не спешат. Несмотря на это, в качестве почетного гостя Туркменбаши сегодня впервые принял участие в заседании саммита. Ожидать ли изменения состава участников диалога, станет известно в следующем году в Казахстане. А до тех пор члены Альянса поработают над исполнением Бодрумской декларации, подписанной сегодня по итогам встречи. Дюбек Бегалиева, Айдая Манкулова, Кубанчебек Мамытов, 5 канал. Депутаты Чугурку-Кенеша пугают обострением ситуации в Южном регионе. Сегодня на пленарном заседании народные избранники подняли тему перекрытой автотрассы Ош-Сарыташ-Иркиштан. Напомню, уже 10-й день сторонники арестованного депутата Ахматбека Кильдибекова блокируют стратегическую трассу. Двумя днями ранее между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов случилась стычка, в ходе которой серьезно пострадал один милиционер. По мнению депутатов, для недопущения эскалации конфликта необходимо срочно выпустить из СИЗО ГКНБ Ахматбека Кильдибекова. Как рассказали однопартийцы задержанного политика, бывший чиновник нуждается в особенном лечении. В условиях изоляции организм депутата выдержать нагрузки от сильно действующих препаратов не может. Какие еще вопросы волнуют слуг народа? Подробнее в репортаже Джибек Бегалиевой. На утверждение повестки сегодня парламенту потребовалось чуть больше времени, чем обычно. Внести в список рассматриваемых вопросов тему газового кризиса безуспешно попытались несколько депутатов. На коллег из правительства парламентарии даже готовы подать в суд. Мы подняли всю стенограмму. Они обманули Жугурку-Кенеш, весь народ и президента. Я требую передать материалы из стенограммы Генеральной прокуратуре, которая даст юридическую оценку действиям правительства. Кабмин нарушил закон, мои права как депутата. Я подам в суд на них. Прошу вас поддержать меня, господин спикер. Взыскательные коллеги Арипова наказание посчитали слишком мягким. О том, что случалось с нерадивыми чиновниками в сталинские времена, припомнил Равшан Джиенбеков. Возможный сценарий развития газового кризиса неудачливый организатор нескольких митингов обрисовал в самых ярких красках. В сложившейся ситуации депутат обвинил и нескольких нардепов, за что коллеги в долгу не остались. Во времена Сталина 50% чиновников, допустивших перебои подачи газа, расстреляли бы не думая. Вы, господин спикер, как могли, расхваливали продажу Кыргызгаза. Вас за это Сталин бы тоже по головке не погладил.
Спасибо, Сталин и вас тоже бы по голове не погладил за продажу детских садиков. Второй вопрос, внесение которого в повестку добивались оппозиционеры – освобождение их соратника Ахматбека Кельдыбекова под подписку о невыезде. Здоровью бывшего главы ГНС, соцфонда и экстораги, по словам атадюртовцев, угрожает серьезная опасность. Проводить следственные мероприятия с участием Кельдыбекова противопоказано. Нельзя его держать и под стражей, потому что после операции ему потребуется сильнодействующее лекарство, на которое его организм может отреагировать как угодно, потому что у него такая особенность организма. Другого метода лечения у нас, оказывается, нет, только за границей. 8 экспертов подтверждают, что лечить его в тюрьме нельзя. Вслед за Курмантаем Абдиевым заступиться за коллегу вышел почти весь состав атадюрта. Джилдыскан Джилдошева, Кантемир Мурзабеков, Муктыбек Абдылдаев и другие. На последнем заседании фракция вынесла решение обсудить вопрос всей палатой. Оппозиционеров по традиции поддержала и южное лобби правящих фракций – Исмаил Исаков и Бедош Мамырова. Последняя уже не в первый раз выступает в защиту чоңалайцев, перекрывших дорогу Ош-Сарыташ-Иркештам. Они говорят, как мы можем избивать сотрудников правоохранительных органов, если к нам даже один милиционер не подошел. Если депутатов или прессу волнуют наши проблемы, пусть они приезжают прямиком к нам. Мы расскажем все как есть. Митингующие требуют лишь одного – выпустить Кельдыбекова, для того, чтобы он поправил свое здоровье. После этого его могут сколько угодно вызывать на допросы. В миролюбивости земляков Кельдыбекова, которые, кстати, 2 дня назад с дубинками прогнали милиционеров, народная избранница не сомневается. Выполнить требования митингующих, по ее мнению, нужно как можно скорее. В противном случае, грозит Мамырова, власти могут получить новую горячую точку. Джипек Бегалиев, Азат Интымаков, 5 канал. А тем временем Государственная кадровая служба опубликовала декларации о доходах и имуществе депутатов Джугурку-Кенеша. В этом году парламентарии проявили небывалую исполнительность и сдали документы не только в положенный срок, но и почти полным составом. Декларацию не заполнили лишь 3 нардепа, находящиеся под следствием. По представленным данным, большинство депутатов полностью посвящают себя служению народу и не имеют других источников дохода. Подробнее о том, насколько увеличилось благосостояние народных избранников в прошлом году, расскажет Дарья Тимофеева. В топе депутатских богачей вот уже несколько лет. Бывший республиканец Шаршинбек Абдыкеримов. Год назад он был 3-м в списке, заработав 20 миллионов сомов. 2013 оказался более прибыльным и подарил первенство. Суммарный доход парламентария более 72 миллионов. Из состоятельной семьи лидер социал-демократов Чиныбай Турсунбеков. Во владении 13 квартир, 4 дома, 3 машины, несколько фирм и земельных участков. Сидя в депутатском кресле, сам заработал за год относительно немного, всего 1 миллион. Правда, забыл указать размер дивидендов по акциям в 6 крупных компаниях. А вот близкие родственники Турсунбекова потрудились без малого на 96 миллионов. Декларации по неофициальным данным самых обеспеченных депутатов, ныне обвиняемых в коррупции, в этом году увидеть не удалось. Они представили декларации Кельдыбеков, Ахматбек Кельдыбекович, Сулайманов и Тюлеев. А что с ними будет? Ну, согласно законодательству, мы опубликовали их списки, что они не представили декларации. Вот пока такая информация есть. А дальше работают органы прокуратуры. За непредставление декларации, за нарушение сроков декларации налагается штраф в размере 2000 сомов. Ко всеобщей неожиданности в списке неблагоустроенных депутатов оказался Джергалбек Самаков. По декларации малообеспеченный нардеп не имеет ни жилплощади, ни машин. Хотя еще недавно ему было по карману устроить той на 20 тысяч человек. Без кола и двора по документам Джилдыс Джилдошева и Турсунбай Бакирулу. Недвижимого имущества нет и у лидера социалистов Амурбека Текибаева. Живет нардеп на квартире у жены и уже несколько лет на честно заработанные возводит дом. Я заработал в Джугурку-Кенеше около 1 миллиона сомов за прошлый год. Жена занимается частным предпринимательством, строительством, так скажем, да, небольшим. И она ежегодно зарабатывает не менее 3 миллионов. Я думаю, что наша семья ведет скромный образ жизни. Недавно мы купили машину
Она небольшая машина, сейчас я забыл, как называется. Но небольшая машина. Жалкое существование на депутатскую зарплату влачат еще десяток парламентариев, но имеют при этом близких родственников миллионеров. Некоторые сами пытаются увеличить доход за счет земельных наделов. Естественно, основной доход, который мою семью кормит как крестьянин, это земли. Земельные доли, которые мы указали. И вот ежегодно мы указываем, за 4 года я не приобрел еще дополнительных доходов или каких-то недвижимостей. Регулярно требуя повышения зарплат в ходе заседаний, в личной беседе жаловаться на заработок нардепы не стали. На жизнь депутатского оклада, оказывается, все же хватает. В то время, когда среднемесячная зарплата по Кыргызстану составляет 150-200 долларов от оклада, у нас где-то в месяц 600-700 долларов. Конечно, можно прожить. Больше 3 миллионов сомов в год зарабатывает лишь около 10 депутатов. Доход большинства на бумаге в разы скромнее. Не исключено, что чрезмерно скромны сами чиновники и постыдились рассказать обо всех источниках дохода. За эти умалчивания им придется заплатить 5000 сомов. Сейчас идет проверка деклараций. Дарья Тимофеева, Ярослав Калиновский и Тимур Бурабаев. 5 канал. С 31 августа в Кыргызстане стартует кампания по сбору биометрических показателей населения. Принять в ней участие придется каждому гражданину страны. Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Тербек Сарпашев. По его словам, правительство уже объявило тендер на закупку оборудования для сбора данных. Каждому гражданину придется внести в электронную базу отпечатки всех пальцев рук, электронную подпись и электронную фотографию. Для этого по всей стране будут открыты около 2000 пунктов по сбору данных. Каким образом будет проходить процедура и какую пользу принесет стране и обществу, узнала Карина Христова. Тендер на закупку оборудования для сбора биометрических данных правительство объявило накануне, и уже поступило 30 заявок от компаний из 18 стран. Как только сотрудников научат пользоваться новыми технологиями, начнется сам сбор данных. Мы с 31 августа начнем массовый сбор биометрических данных со всех граждан. Почему мы 31 августа выбрали? Так как это День независимости, а вопрос биометрических данных – это как раз вопрос безопасности страны и государственности вопрос. Это не только нужно для того, чтобы провести в октябре следующего года прозрачные парламентские выборы, но и для борьбы с преступностью. Собирать будут 3 биометрических показателя. Первый – это отпечатки 10 пальцев. Достаточно будет приложить палец к специальному сканеру, и рисунок появится на экране компьютера. Второй показатель – электронная подпись. Собственноручная подпись на экране, на планшете. Как вы, если получали права на сегодняшний день, наверное, расписывались вот такого стандарта. Самые важные биометрические данные, по мнению ученых, у нас на лице. Чтобы распознать их, специалисты будут делать фотографии. Самый дешевый вариант – это двухмерный снимок. 2D-лицо – это как на фотографии смотрится как обыкновенное лицо, но там есть биометрические разметки. То есть расстояние от носа до уха, от правого до левого, расстояние между глазами, расстояние между губами и носом и так далее. Вот это и есть биометрические данные. То есть человек, если какие-то стандарты поменял, то это будет сразу видно. Либо, если это совсем другое лицо, это сразу определится. Однако, возможно, правительство предпочтет трехмерные снимки. Делают их сразу несколькими фотоаппаратами с разных позиций. 2D-лицо, оно выглядит как обыкновенное. А 3D-лицо, оно выглядит объемной. Это 4 фотографии совмещает, и получается одна объемная фотография. Вот примерно как в рекламах иногда 3D бывает. Либо, помните, в детских картинках бывает 3D-эффект. На всю процедуру сдачи биометрических данных должно уходить не больше 10 минут. Закупить правительство планирует 1000 комплектов оборудования. С его помощью за год данные соберут у населения всех регионов страны. Оно будет располагаться стационарно в наших территориальных подразделениях, куда гражданин может прийти и в любое время сдать свои биометрические данные. Мобильное оборудование оно будет выглядеть более компактно, то есть это будет в виде чемодана, либо в виде планшета, чтобы можно было перевозить на транспортных средствах. Вместе с биометрическими собирать в одну базу будут и персональные данные. Имя, место и дата рождения, прописка. Чтобы подтвердить эту информацию, с собой нужно будет иметь ID-карту. При этом в правительстве обещают, никакой утечки личных данных не произойдет. При получении снятия хранится в самом оборудовании. Здесь же сразу оно зашифровывается. Специальная программа, она будет разработана самим поставщиком. Она же сразу зашифровывается, кодируются все данные полученные, как персональные,
так и биометрические данные, после чего она снимается на флешку либо на другой носитель. Но флешка это не такая стандартная, которую мы видим. Обычно она должна быть специально разработана, с специальным разъемом, чтобы другие флешки не подходили. Сдать биометрические данные обязаны будут абсолютно все жители страны. Чтобы граждане это начинание поддержали, правительство даже планирует провести лотерею среди тех, кто вовремя посетит пункты сдачи. Собрать список граждан в одной базе данных нужно в первую очередь для прозрачности выборов. Впрочем, важно это и для социальных выплат, пенсионного фонда, а также безопасности. Это очень важно для органов, которые обеспечивают национальную безопасность. Для них это тоже очень важно, потому что мы знаем, что нашими паспортами обзаводятся совершенно разные группировки криминальные, которые даже не являются гражданами Кыргызской республики. А вот получение биометрических паспортов обязательным вовсе не будет. Делать эти документы понадобится лишь тем, кто выезжает за границу, в страны с биометрической системой проверки. Карина Христова, Ильдер Бектимиров, 5 канал. Эрик Латыпов назначен исполняющим обязанности директора Бишкекского хореографического училища. Об этом сообщает агентство «Акипресс». Новый руководитель уже представлен коллективу учебного заведения. Известно, что он опытный хореограф, руководитель ансамбля «Шатык». В сообщении отмечается, что коллектив благоприятно воспринял это назначение. Напомним, 2 недели назад в училище прошла акция протеста против прежнего директора Саиды Кудайбердиевой. В итоге она подала в отставку. На реализацию национальной программы по развитию госязыка и совершенствованию языковой политики в Кыргызстане требуется 500 миллионов сомов. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Национальной комиссии по госязыку при президенте Алмаз Кулматов. По его словам, 240 миллионов будут направлены на издание книг. Остальная сумма пойдет на создание центров изучения и интернет-порталов. Кроме того, в рамках программы будет создана система «Кыргыз-тест», по которой будет оцениваться знание кыргызского языка. Также составители программы развития напомнили, что уже с 2017 года служащие госорганов должны будут сдавать тесты по госязыку. Кроме того, будет требоваться определенный уровень знания официального и одного из иностранных языков. Эта программа связана не только с развитием государственного языка, а с развитием и многоязычия, и прежде всего двуязычия. Учитывая, что у нас официальными языками, государственными языками являются и русский, и киргизский язык, то в этом документе предусмотрена и мотивация для изучения и русского языка официального, поскольку вы знаете, что сейчас сельское население у нас почти не говорит на русском языке, и поэтому предусмотрены условия для изучения и русского языка, и в том числе иностранных языков. В ходе реализации утвержденной программы развития госязыка в Кыргызстане будут проводиться конкурсы на лучшую методику обучения. Планируется разработка не только печатных учебных материалов, но и онлайн-ресурсов, а также мобильных приложений. В то же время разработчики уверяют, приличные условия для изучения кыргызского языка есть уже сейчас. О том, где и как можно выучить госязык, расскажет Лена Нечаева. Лето и сезон отпусков – отличная возможность направить свои силы на изучение нового языка, уверены филологи и педагоги. Если обзавестись серьезной мотивацией, то буквально за несколько месяцев можно достичь хорошего уровня. Государство желающим выучить госязык пока предоставляет немного возможностей. В Бишкеке в Национальном университете имени Джусупа Баласагына и в БГУ работают специальные центры. Летом они не закроются, а будут продолжать работу. Есть как платные, так и бесплатные группы для пенсионеров и государственных служащих. Зато платных курсов кыргызского в столице с каждым годом становится все больше. Услуги пользуются популярностью как у детей, так и у взрослых. Стоит месяц обучения в среднем от 1000 до 3000 сомов. К сожалению, не всегда потраченная сумма, время и старания окупаются хорошим результатом. Действенных методик в стране пока крайне мало, поэтому перед тем, как записаться на курсы, специалисты советуют тщательно изучить отзывы, а также посетить пробное занятие. Первые результаты у взрослого человека должны появиться уже после часа обучения. Если вы видите, что вам преподают как слово модели языки, то и дают возможность именно не просто заучивать какие-то шаблонные слова, а самим строить предложения и объясняют достаточно хорошо, как это можно сделать. И с первого занятия вы уже можете рассказывать о себе и строить свои собственные предложения. Это говорит уже о эффективности этой методики.
Стоит обратить внимание и на мультимедийные ресурсы. На просторах интернета есть несколько сайтов, на которых обучаться кыргызскому можно онлайн, либо просто штудируя электронные учебники, либо просматривая видеоуроки. В ближайшее время обещают создать новые приложения для смартфонов. Так заниматься изучением языка можно где угодно в любую свободную минутку. Поможет делу и телевидение. На Первом национальном канале по НБТ ведется программа «Легкий кыргызский». Мы, собственно говоря, являемся авторами. Это своего рода видеокурс по кыргызскому языку, где преподавание ведется через русский и английский языки. То есть здесь в данном случае государственный язык кыргызский выступает именно в качестве второго или иностранного языка. То есть методика выстроена таким образом. И планируется продолжение этой программы. Сейчас мы будем вести переговоры также с другими телеканалами для того, чтобы именно на летнее время, в удобное для людей, для целевой аудитории время, транслировать. У родителей этим летом может появиться возможность отправить своих детей в специальные джайло-садики. Совместно с частным фондом государство хочет создать детские сады на горных пастбищах для детей не только дошкольного возраста, но и учеников начальных классов, где будут проводиться занятия на нескольких языках. Преподаватели, владеющие языками и владеющими навыками, смогут выехать и обучить детей. Дети смогут получить образование на английском, на русском, на кыргызском языке, находясь в садиках в Джайло. В конце июня, в начале, то есть во второй, в третьей декаде июля мы намереваемся это сделать, осуществить. Метод погружения в среду остается самым эффективным и для взрослых. Несколько недель, проведенных в сельской местности или в отдаленных от столицы регионах, могли бы дать серьезный толчок на пути к познанию языка. Кыргызстанцы, уже опробовавшие такой способ, советуют притвориться, к примеру, не понимающим русского языка иностранцам. Тогда заговорить на кыргызском придется с первых дней пребывания. Лена Нечаева, Урмат Мамбеталиев, Пятый канал. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил жителей страны с Днем охраны окружающей среды. В своем послании президент напомнил, цитирую, «Кыргызстан – страна с уникальной географией и природой. Величественные горы и плодородные долины, вековые ореховые леса и тысячелетние ледники, кристально чистые озера и бурные горные реки. На земле Кыргызстана берут свое начало крупнейшие реки Центральной Азии, несущие энергию и жизнь, плодородие и благополучие многим странам и народам. Каждый из нас должен бережно относиться к родной земле. Вместе мы обязаны сохранить наш мир, неповторимую красоту и разнообразие нашей природы. Наше отношение к окружающей среде должно стать мерилом зрелости общества, нашей ответственности перед будущими поколениями. В День охраны окружающей среды выражаю слова благодарности всем, кто связал свою жизнь с природоохранной деятельностью, тем, кто своим каждодневным трудом прилагает усилия для сохранения природы Кыргызстана». Конец цитаты. День охраны окружающей среды отмечают сегодня во всем мире. Дата появилась в календаре 42 года назад и рассчитана на то, чтобы пробудить в каждом человеке бережное отношение к нашей планете. Сами экологи утверждают, начинать нужно с самого малого – бережного отношения к самому себе, к своему дому, к своему городу. В этом плане, к примеру, жителям Бишкека похвастать особо нечем. Город завален мусором, а привычки складывать этот мусор куда положено горожане пока не обрели. Больше всего в этом плане экологов тревожат полиэтиленовые пакеты. Полной утилизации они не подлежат, а при сжигании выделяют сильнейшие яды. В то время как на Западе идет сокращение производства полиэтиленовой и пластиковой тары, у нас она только набирает обороты. Есть ли решение этой проблемы, разбирался Евгений Пичурин. Первый полиэтиленовый пакет был выпущен в США полвека назад. Удобная и дешевая упаковка сразу понравилась и продавцам, и покупателям. Ее производство ежегодно увеличивалось. Тогда никто не задумывался, что сегодня утилизация полиэтилена станет одной из самых серьезных экологических проблем. По данным, приведенным в национальном докладе о состоянии окружающей среды, темпы роста токсичных отходов в Кыргызстане опережают динамику ВВП. Только Бишкек производит до 900 тысяч кубометров мусора в год. От 7 до 9% отходов – полиэтиленовые пакеты. Вместе с пластиковыми бутылками и упаковочной пленкой они составляют почти половину от всего объема бытового мусора. Упаковка из синтетических полимеров практически не подвергается разложению в естественных условиях, а при сжигании выделяет такие яды, как диоксины и фураны. Воздействие этих вредных веществ
кыргызстанцы уже почувствовали на себе. По данным Всемирной организации здравоохранения, рост онкологических заболеваний среди наших соотечественников вызван загрязнением окружающей среды. Не говоря уже о том, что пригороды превращаются в огромные мусорные свалки. Это как некоторые привидения цивилизации, да, которые летают, и они не могут войти обратно в этот же цикл жизни. Да? И в этом одна из проблем. То есть нет на сегодняшний день микроорганизмов, которые могли бы употреблять пластик и вводить их обратно в экосистемы, в природу и так далее. Популярность полиэтиленовых пакетов во многом связана с тем, что их бесплатно выдают покупателям практически во всех крупных супермаркетах. Здесь и появляется известная тяга человека к халяве. Покупатели охотно берут с собой не по одному пакету, а сразу несколько, не без оснований полагая, в хозяйстве пригодится. В таком пакете и продукты удобно держать, и мусор выбрасывать. О том, как пакеты потом будут утилизировать, горожане не задумываются. В равной степени, как и о том, какая химия может скрываться в удобной полимерной упаковке. Есть такие пластики, например, как поливинил, ПВХ, да, поливинилхлорид. Есть такие пластики, которые принципиально нельзя использовать ни для хранения холодной пищи, ни для хранения горячей пищи. Есть такие пластики, которые номер 7, например, это пластики, в которых очень сложные комплексы органических соединений, не всегда полезные для организма, которые не рекомендуются для использования горячих продуктов и не рекомендуются, например, для использования холодных продуктов. Такого нет ни в одной западной стране. Там за любые пакеты нужно платить. Более того, на Западе активно поощряют использование многоразовых сумок. И самое главное, там люди понимают, выбирая экологически чистую упаковку, они вносят свой вклад в защиту окружающей среды, гарантируя себе и другим продление жизни. Задумываться об этом начинают и в Кыргызстане. В июле 2012 года правительство приняло постановление, согласно которому полиэтиленовые пакеты должны были заменить многоразовые или бумажные сумки. Но спустя 2 года на экологически чистую упаковку перешли только несколько сетевых компаний быстрого питания в столице. А с недавних пор, опять же в Бишкеке, частники наладили производство бумажных стаканчиков и теперь борются за место на рынке с производителями пластиковой тары из Китая. Это стопроцентная целлюлоза, то есть продукт первичный, то есть первичного выхода, это не вторичная переработка, не макулатура. Краски мы используем на водной основе, пищевые. Швы у нас склеиваются ультразвуком, то есть никакого клея. То есть, в конечном итоге стаканчик получается абсолютно экологически чистым. Но это капля в море из полимерной пленки. И все же, по данным последних соцопросов, от использования полиэтиленовых пакетов ради экологической безопасности готовы отказаться почти 70% кыргызстанцев. Но до конкретного отказа дело пока не дошло. Евгений Печурин, Иван Чижиков, 5 канал. Таким был этот день. О его событиях вам рассказали корреспонденты 5 канала и я, Дмитрий Ложников. Прямо сейчас прогноз погоды на завтра. Берегите себя и окружающий вас мир. Хондроксид не только снимает боль, он лечит суставы при артрозе и остеохондрозе. Трудно скрюченному жить в городе кипучем. Как работать, как дружить, когда очень крючит? Хондроксид не только снимает боль, он лечит суставы при артрозе и остеохондрозе. Если спинка заболит, если скрючит ноги, плечи, есть в аптеках хондроксид. Он суставы лечит.